Редкое свойство отца Маза Макоева – не замечать унылую реальность, которая его окружает. Почти четверть века он руководит Северо-Остинским союзом композиторов. Здание, в котором оно располагается, находится в удручающем состоянии. И тем не менее желание творить и проводить общественную работу не убавляется. Ацамаз очень органичен и убедителен в своей непосредственности. При этом никогда не жалуется на собственные проблемы и ничего для себя не просит. Музыка – это главная любовь всей жизни Ацамаза Макоева. Вовсе не сложно определить, почему его музыка так любима. Она имеет ряд совершенно неоспоримых достоинств. Прежде всего, она талантлива и очень мелодична. Современно и очень заметно то, что Ацамаз пользуется благодатным национальным материалом. Немаловажно то, что он очень аккуратно вкрапляет в структуру своих сочинений национальный колорит. Скромный, тихий, интеллигентный человек не стремится к навязчивой публичности. Обладая уникальным талантом, он создает удивительную музыку. Какой-то особый повод для разговора с композитором, заслуженным деятелем искусств России, Северной Осетии и Ингушетии, секретарем Союза композиторов России, председателем Союза композиторов Осетии, художественным руководителем и директором Северо-Остинской филармонии, лауреатом премии Коста и национальной премии «Яблоко Нартов» Ацамазом Макоевым мне не нужен был. Он в полном смысле слова национальное достояние Осетии. Я благодарна директору Владикавказского лицея искусств Фатиме Альбертовне Ходовой за предоставленную возможность в осуществлении этой программы. Что мы сегодня встретились, это самое важное и дорогое для меня. Вот все мое детство прошло между Бесланом и тогда Орджоникидзе. В Беслане тогда не было музыкального образования. Но моя мама учительница русского языка, но она почему-то захотела, чтобы я был пианистом. Больше она ничего не хотела в жизни. Мы жили одни, без отца. И вот так мы переехали в город. Она не занималась музыкой, вообще к музыке никакого отношения не имела? Никакого. Просто душа была только музыкальная у нее. Как потом уже взрослому мне рассказала, что она услышала и увидела тогда, в 1958 году, Вана Клиберна. И вот она захотела, чтобы я был пианистом. Оказывается, вот кто был отправной точкой твоего творчества в дальнейшем, что ты сегодня такой музыкант, которого знают все. И это началось с чего? С того, что она тебя повела в музыкальную школу, что ли? Да, приехали мы в Орджоникидзе, она мне показала в музыкальной школе. Ну, сказали, как все, надо сдавать экзамен, прослушивание. И меня не приняли сразу. Так, не то, что со мной бывает, но не приняли, а на следующий год я все-таки был зачислен. А сколько тебе было лет тогда? 7 лет. 7 лет. Мама хотела с 6. И вот 7 лет как раз и первый класс был, и первый класс музыкальный. А ты не помнишь, что им не понравилось, комиссии этой, которая тебя принимала? Что? Я сейчас могу это сказать, что не понравилось. Раньше был конкурс, в музыкальную школу были конкурсы. Да, я помню. Она была одна, вообще одна была школа, и попасть в нее это мало это вот на Бутырина школа, да? Тогда она еще на проспекте была. Да. На проспекте, где вот дом политосвященника находил. Так что им не понравилось в тебе? Ритм, слух или что? Понятия не имел ничего о музыке. С детства только сказки читал. Футбол это страсть была, то, к чему душа тянулась. Ты не помнишь первого педагога своего? Помню.
Тамара Ираклиевна Шелашвили. И мне вот, смотрите, как получилось. Тамара Ираклиевна, потом Стелла Павловна Бедаидзе. И они потом, вот первый, второй класс, они обе ушли в декрет и не вернулись почему-то в школу. И я попал к Виктору Георгиевичу Никитину, который сам вообще не пианист. По специальности он дирижер-хоровик. Но я ему обязан, и я всю жизнь благодарен ему, потому что он, то, что мама не могла сама заставить, он меня просто закрывал в классе и сидел сам в соседнем классе и слушал. Если я молчал, он заходил, он мог и подзатыльники дать. Он фактически взял ту часть воспитания, которая у меня дома просто не могло быть. У меня было очень много тетей, у меня не было дяди, все тети, бабушка. Вот как-то вот такое женское воспитание. Я помню, ты мне говорил, что бабушке у тебя особая любовь была и к деду. Музыкантов нету в роду. Бабушка у меня очень такая знатная. На гармошке не играла? Да, вот она играла на гармошке. Не знаю, конечно же, ни нот, ничего. Но она была Тулатова, а мама ее была Туганова. Вот и она как. считала, Голубых кровей. говорит, это вот... Она меня вдохновляла, но она же и поддерживала мое нежелание заниматься музыкой. Но музыкальное все равно от бабушки. Она играла на всех свадьбах, шахакуфта, вот эти все мероприятия. Да. Как интересно. Ты поступил потом в училище. Так вот, Зарема Андреевна меня увидела на одном из конкурсов, где-то в 6-м уже классе. В детской музыкальной школе, Да. пока ты была. Ага. И положила глаз, да? Да, и она сказала, он будет учиться у меня. Но надо сделать то-то, 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 то-то. Выучить гаммы и все остальное. Эти И она меня взяла. ненавистные гаммы. Она меня взяла. И я помню первый урок, там такой был, она сказала, ну сыграй мне теперь гаммы. И все свидетели, кто был в этот момент в коридоре, помните, училище было еще одноэтажное. Да, да. Сначала вылетел, говорят, Арцамас, а за ним ноты. Потому что я думал, раз я выучил программу, ну какие гаммы нужны. Зарема Андреевна, это провидец была. Она знала, что ее ученица Жанна Плиева будет композитор. А Валерий А Жанна Гергиев... Плиева тоже у Да, Заремы Андреевны? ученица Заремы Да, Андреевны. вот как. У нас есть класс вот в училище, там это фотографии. И Валерий Гергиев. Она знала, что как пианист не пойдет, он будет дирижером. И она прокладывала путь. Дирижера она отвела к Брискину, композитора она отвела к композиторам. Христофору Плиеву, к Нине Ивановне Корницкой, Дудару Соломоновичу Хаханову, Резвану Царионте. Твое будущее она прогнозировала его или как? Она сказала, ты будешь учиться на 2 факультетах. И на фортепианном, и на композиторском. Так оно и получилось в дальнейшем. Да, в да, ведь? дальнейшем. Да. Когда я играл госпрограмму, то вместо пьесы советского композитора она добилась, чтобы я сыграл свою поэму для фортепиано. Вот как. То есть у тебя к этому времени уже было свое сочинение, да? Ну да. Вот как. Которое? Ты Я, можешь мне напомнить? сейчас и напомнить не смогу, но это вот были сочинения, то есть я человек влюбленный в Рахманинова, и последний год, когда я увидел впервые ноты Феликса Алборова, я влюбился, и я понял, что я должен писать так, как Феликс Шалвович, как Шопен, как Рахманинов, но только, наверное, по-своему. И я писал несколько пьес. И с того времени на сегодняшний день вам хорошо известен и всем детям Ноктюрн. Ноктюрн. Но я хотел побольше октав, аккордов, и играл какую-то такую немыслимую поэму на тему, которая меня сопровождает всю мою жизнь, и почти в каждое сочинение, симфоническое, киномузыка, театральная постановка, я втыкаю тему, но я ее называю своей бабушке. Хотя она только по фамилии имеет. Героическая песня о Чермене, Тулатове. Вот эта песня, вот, всем известна. Да. И она меня сопровождает, я ее по-разному. Вот на основе этого я и играл поэму, и
а помните, даже не было ксероксов. Да. Я 4 экземпляра переписал собственноручно в комиссии туда-сюда, и в Ленинграде при поступлении тоже. И комиссия, улыбаясь, она сказала, ну вот если на второй тур пройдете, мы там нам сыграете. И да, и на втором туре они выбрали из всей программы основной этюд Листа и поэму. И им было это очень приятно. Да. Ну, в общем, Зарема Андреевна крестная мама, потому Да. что она, если бы она мне не дала Алборова, а благодаря Алборову, раскрываем все тайны сегодня, я попал в радиокомитет и познакомился с вами. И Подожди, как же это было? я Алборов? учеником. И я попытался записать вариации Алборова. Да. И еще мы играли программы. Я Полонез Шопена, там Ирина Кривченко, что-то, Да. Саша Филатов, вот эти все мои однокурсники, Лариса Чаракиди. Вы записывали на радио вот класс Заремы Андреевны. Да. И тогда же мы потом, уже через год, на первом курсе консерватории, Ты пришел сделали. со своими песнями. да, Да. И с вы Ноктюрн ребятами. записали для фортепиано Да. и Зарему Андреевну, и это была первая передача после этого цикла. Я принес показать вам эстрадные песни на Да. стихи осетинских поэтов. До этого я писал на Пушкина, Лермонтова, там что попалось, сам наглел, писал какие-то слова, ну, глупости. А вот так Камал Ходов, Да. вы меня Бакшар учили Куджемов. произношению. Да. Ты, я помню, даже сам спел одну из этих. Одну, Нет, не одну. две. О, мамат, да, еще и, что-то. Вы меня учили «Колыбельная произношению, веточки потому что это, сосны». это ужасное произношение. Не, Ну тогда ты только вот, так сказать, учился осетинскому языку. В общем, мы вошли в осетинское пространство Да. городское, в радио, через Камдари Ролла Путажаров Путажаров. и через, благодаря вот с того времени, мы не будем эти годы называть. С ребятами ты пришел с талантливыми. Я помню, эти ребята, Анатолий Урусов, Хетов, Володя Хитагов, Зампаев, Володя Зампаев, Арисхан да, Зугаев. Арислан Зугаев, Чермен Сикоев, Славик Цориев, Славик Цориев, гениальный. гениальный Человек. гитарист, да, и человек. А репетировали в ресторане. Точно так все. Вот это событие. И в ресторане первый раз попал. До этого вообще никогда там не знал, что такое. Ацамаз, я хотела тебя спросить о теме, которой ты пользуешься во всех своих сочинениях. Это вот как Георгий Данелия, у него во всех фильмах использована русская народная песня. Как на речке, на том бережочке, Да, и в везде, любом вот, фильме. в любом фильме. Так вот ты в своих сочинениях пользуешься темой о Чермене, да, песни Где о Чермене. прячу? Но вариантов их несколько, Чермен жар. без- А вот этот вариант? Или Я ты вот именно только нет, вот один только вариант? вот этот. Южный. Я южный тогда же вариант. впервые попал мне сборник Галаева, и там вот этот вариант. Южный Дальше вариант. я уже, становясь старше, я видел уже и другие темы, варианты, да, и да, слышал да. другие Да. транскрипции самой темы этой черни. Ацамаз. А вот самое первое твое сочинение «На суд Заремы Андреевной». Вот ты не помнишь, какая Помню. тема была? Помню, и оно и удивительным образом, видимо, надо было его играть, его играет сейчас очень много детей. Это вот Ноктюрн. Ну, кусочек, Да. напомни мне. Да, вот это. Вспомнила. И что сказала Зарема Андреевна, мне интересно. Она молча выслушала, обняла, и урок закончился. Она сказала, На иди. этом. А потом уже вечером я узнал, что она нашла маму. И, видимо, вот в тот день они и решили. Одним словом, я хочу сказать, она впечатлилась. Из композиторов того времени, когда ты вот учился в училище, вот кто был, который тебе помог словом, советом,
Но это не в годы учебы, уже попозже. Это было, а во время этого? Во Ты не время обращался? учебы мы пошли к одному композитору. Я никому не понравился. Ни Корницкой, ни Дуда Соломочина, они все выслушали. Ну, теплее всего принял Христофор Сусланович Плиев. Да. Он сказал, нам это все надо. Вот такие вот, это тем более мужчина. Тогда Он очень был перед нами доброжелательный. были 3 девушки, Да. которые стали очень известными, замечательными композиторами. Нам это надо вот это слушать, вот это все, вот такое. Ну а потом судьба распорядилась так, что уже после консерватории, когда я вернулся, эти все композиторы, все, они меня не просто опекали, вот, не просто любили, я был доверенное лицо. А Илья Гаврилович Габараев, последний в этой плеяде, так он взял и уволил кого-то, и меня принял ответ секретарем Союза композиторов. композиторов. Самое большое, именно как композитор, у меня было 2 момента таких в жизни. Но мы еще будем говорить об Осетинском театре, потому что это самое главное. Конечно, это у тебя. Георгий Демидович Хугаев привез меня в Южную Осетию, в театр, писать музыку к его спектаклям. Но я пришел в училище искусств, чтобы впервые увидеть Феликса Алборова. Перед театром. Да, да. Вот с того момента, ну, практически он считал меня своим Наставник преемником. твой. Он-то я мой так могу? наставник, да, а я... На путь. Он тебя. последние годы, мы чтобы уже не возвращались, если к нему обращались с какими-то заказами, или он посылал ко мне, сказал, Ацамаз, вот он сделает. У меня есть несколько произведений больших, симфонических, ему посвященных. И самая большая честь для меня была, через год после того, как Феликс ушел от нас, его вдова, супруга, принесла Лариса Антоновна рукописи, набросков. Он всю жизнь писал оперу «Фатима», «Фатима», да. чтобы я ее завершил. Да, там много еще осталось недописанного? Да, там. Ну, где-то 40% надо было еще дописывать, очень много музыки. Но у него были все темы, он сам писал либретто. Ну и вот так символически получилось, что открывали в Южной Осетии Осетинский театр, то спектакль назывался «Фатима», драматический. Да. Но музыку использовали Феликса, и они моему счастью и для меня гордость, музыка написали Феликса Алборова и Ацамаза Макоева. Я там тоже дописал. Вот так, «Фатима». Вот как-то То есть вот театр открывался спектаклем «Фатима», с музыкой той, Алборова которая, и да, Макоева. ну оперу они не могут петь, да. но вот и все фрагменты, которые я дописал, и которые были Феликса, и которые какие-то известны в народе даже, вот так открывалось. И в том же году вот свершилось то, о чем, ну, была мечта моей мамы. Она сказала, ты должен написать музыку Авхартахашана вот к этому спектаклю и Чермен. Но Авхартахашана мне еще не удалось ее просьбу выполнить. Ну вот вы помните, 2 года назад в Осетинском театре поэму, я помню, твою театру Сабанов поставил спектакль «Чермен». И, наконец, я Тулатовым все долги отдал, там я писал отдельно. Вот там я изгалялся, и все, что можно с этой темы «Чермен», там одна тема, но она и детская, и любовная, и трагедия, и смерть, и это, и То аудары. есть во всей музыке? Там мне разрешили вот все делать, все, что хочу. И когда режиссер еще в процессе репетиции сказал, что теперь мы будем подтягиваться к музыке, может, он льстил, но мне было это очень приятно. Ацамаз, когда ты ощутил в себе человека творческого, в смысле композитора, и человека, который может написать музыку, вот осязаемый контур, когда он проявился, в какое время это было? Школа искусств у нас была на улице Бутырина, находилась. Мы сейчас находимся в преемнице этой школы, в Республиканском лицее искусств. Алла Романовна, директор,
Да. Она попросила меня написать детский альбом. Так как писали все, говорит, композиторы должны написать детский альбом. То есть уже не Камдар и Лапута, не песни там, не эстрада. Для всех инструментов, которые есть в нашей школе, для флейты, для блокфлейты, для скрипки, виолончели. И вот это было первое, а она еще дружила, и школа дружила, сейчас даже об этом страшно подумать, со школой искусств имени Черлёниса в Вильнюсе. В Вильнюсе. Это был 84 год. И представляете, она мне заказывает концертино для фортепиано с оркестром, а на стихи Ирины Георгиевны Гуржибековой кантату «Чье у памяти лицо». Хоровую кантату. Хоровую кантату. Ведь Это только хоровые... первый хор Оли Джанаевой. Да. Вообще я в лицей пришел, я всегда был поклонник Ольги Георгиевны Джанаевой. Вот я попал вот в этот момент. То есть вот появился этот весь цикл. И я впервые увидел, что все, что написано, оно было исполнено всеми инструментами. И дуэты, и трио, и квинтет даже был, и хор поет эту кантату. И мы полетели в Вильнюс, и там была исполнена и кантата, и концертина. И в записи не осталось ничего? Осталось. Да, как здорово. Осталась вот аудиозапись, осталась и концертина, и вот этой кантаты. Ацамаз Владимирович Макоев – это центральная фигура для меня современной национальной осетинской культуры. Именно осетинской культуры, не просто музыки. Потому что вот его вклад, его значение для нас, для всех, для становления, для формирования национальной культуры сегодняшнего этапа значительно выходит за рамки музыки. Вот. Он не просто композитор. Он не просто председатель Союза композиторов Осетии. Он действительно занимает уникальное место в сегодняшней Осетии и задает определенный тон, независимо от тех должностей, которые он занимает. Без него невозможно. Без него невозможно провести детский конкурс. Без него невозможно определить молодого, талантливого, начинающего музыканта, его судьбу, его направление. Потому что его мнение, его консультация, его присутствие, он оказывается решающим в моменты, когда речь идет о развитии национальной осетинской культуры. И это действительно так, потому что много поколений музыкантов, молодых Осетий на самом старте своего развития вступают в общение с этим великим, я считаю, музыкантом. И будучи человеком очень деликатным, очень сдержанным и ненавязчивым, он умеет в нужный момент направить, проконсультировать, сказать то важное весомое слово, которое очень часто определяет судьбу и становление будущих музыкантов в Осетии. Я считаю, что это огромное счастье, что у нас есть Ацамаз Владимирович. И все регалии, которыми на сегодняшний день он обладает, их можно перечислять очень долго. Он трижды лауреат премии КОСТА, он заслуженный деятель искусства России, он председатель Союза композиторов, он художественный руководитель уже несколько десятилетий Осетинской филармонии. Они абсолютно заслужены и подкреплены его огромным профессиональным авторитетом.
мою жизнь он вошел очень давно, участником лицейского хора «Орион», с художественным руководителем, бессменным и основателем этого хора является Ольга Георгиевна Джанаева. Всем вот лицейским хористам Ольга Георгиевна представила произведение молодого, очень талантливого композитора Ацамаза Макоева. Поэтому с музыкой мы, 6-летние или 7-летние лицейские хористы, с музыкой Ацамаза Владимировича мы познакомились раньше, чем с ним, и, конечно, влюбились в его произведение. Но я помню это детское волнение, предвкушение встречи с настоящим живым композитором. И, конечно, помню, как пришел Ацамаз Владимирович, высокий, стройный, изящный и такой загадочный для нас, для всех, такой удивительный образ, который вот из детства запомнился. И мы, конечно, все лицейские дети восприняли его с огромной любовью. И я думаю, все, кто познакомился с музыкой Ацамаза Макоева в детстве, пронес любовь и к его творчеству, к его музыке прежде всего через всю жизнь. Это счастье слышать его музыку в исполнении оркестра, но еще больше радости, еще больше наслаждения мне доставляет видеть Ацамаза Владимировича за роялем, слышать его восхитительные мимолетности и радоваться, что у нас есть фигура музыкальная такого масштаба, которая соединяет национальную культуру с миром, огромным миром европейского и мирового культурного наследия. Вы меня привели в театр. Да, к Георгию Дементьевичу. Да, но перехватил Майербек Борисович Цехиев, и сначала получилась сказка «Слезы радости», я никогда не могу забыть. Так мало того, что я написал всю музыку туда, к этому спектаклю, он меня еще посадил в центре спектакля, я сидел. То есть играл как актер? От начала до конца, и увертюры, да. Я участник был, сказочник. Ты играл на инструменте во время спектакля? Да. Что ли, озвучивал? Да, и они все пели вживую, и все. И пока мы играли, сказка была, вот все. И вот она бесконечно звучит, по 3-4 раза в день, так она пошла. И вот первая работа, благодаря вашей душе, сердцу, я попал вот, это отдельный разговор, Осетинский театр. И тогда же меня позвали писать сразу следующий год музыку к кинофильму. Измаил Бурнацев и «Оглянулся путник». Ну, представляете, вот я никто, вот тут оркестр Черлёниса, тут великие актеры Осетинского драматического театра, которых я сейчас не могу в театр ходить, потому что я их тембр помню. Я их все тембры помню, не просто их внешние, прикосновения там, или как они обнимали, там, говорили, что... И после этого Мосфильм, оркестр Госкино СССР, дирижер, который, да, все. И вот это, представляете, это все, вот вы меня привели, вот тогда я, знаете, ну, наивно и нескромно, я понял, что можно попытаться стать, ну, вот, пианистом, композитором. Это тогда было с тобой? Да, вот именно тогда. А до этого я выполнял, учился, потому что так мама хотела, потом Зарема Андреевна заставляла, Виктор Георгиевич Никитин. Ацамаз, а вот ты очень много музыки написал к спектаклям в театре. Перечень не могу назвать. Я цифру вам назову. Ну, как? Последний спектакль, 59-й, это «Чермен», о котором я вам говорил. Это 2 года назад. Да. Но музыку писал для театров, всех театров. И кукольный, и русский. Театр Нарты, который тогда только создался. И первый спектакль отвержен. Да. В Южной Осетии 6-7 спектаклей. Никакая тема, которую ты пользовал в театре, в
каком-либо спектакле, потом не перекочевало в твое большое сочинение какое-нибудь? Еще как. Вот в театре это золотой период мой. И благодаря театру, вот если есть что-то во мне, ну хоть чуть-чуть хорошее, Осетинское. и осетинское, и вот какие-то познания, и порядочность, и вообще вот все, что должно быть Вождан у человека, Зинат еще. вождан Зинат Кутважахунц, это осетинский театр. Это школа на всю жизнь. Да. И когда в Осетинский театр вы привели, а из Осетинского театра Бимбулат Заурбекович Ватаев меня посадил в кресло художественного руководителя филармонии, и я не знал, как отблагодарить Осетинский театр вот в душе. Мне не надо было там. Вот я хотел что-то не просто там, это все было. Твое композиторское спасибо. Да. Вот зная Саламова, вот этих всех великих, Бирагова, Сланова, ну всех, Бимбулата Заурбековича, Майырбека Цехиева, всех, моего дядю Тулатова, Бексултана, всех. Но для меня эталон из их слов, но сначала моя мама рассказала, был Соломон Таутиев, которого я, конечно, никогда не мог не видеть, ни документальных кадров, Я его тоже не есть застала. только фотографии. Но мама моя была на спектакле. И все, и Орзита Бекузарова, и Николай Саламов, и Цехиев, и Майырбек Икаев рассказывали вот о нем. Они просто, они для меня лекции проводили. Просто я всегда слышал, что был такой человек, который был вершиной. Я написал поэму для симфонического оркестра «Театр». Театр. Он еще наследует композиторов-классиков, которые считают, что мелодия – главное действующее лицо в музыке. Да, Вот Чайковский сказал, мелодия – это царица музыки. Макуев это чтит, это правило, и в этом его сила. Ацамес Макуев известен в республике и за его пределами как композитор. Но то, что сегодня мы вот здесь слышали, и то, что услышали, это, конечно, достойно самой высокой оценки. И даже могу ответить за настоящих музыкантов, которые в этом, конечно же, разберутся, но чтобы разобрались именно в том, что в Осетии, который последние годы много великолепных композиторов потеряла, в лице Макуева человека, который абсолютно убежден восполнить все то, что было потеряно. А это уже признак того, что все хорошее, что есть вот у нашего народа, именно в его музыкальной культуре, будет восполнено Ацамазом и такими же, как Ацамаз. Потому что нельзя слушать вот такие произведения, которые мы сегодня слушали, и этим не насыщать желание целого народа. Анатолий Аркадьевич Брискин, педагог, выдающийся, которого вы очень хорошо знаете, который дал двух выдающихся дирижеров всей планете, и уже России точно 2 театра они возглавляют. Он это ставил произведение выше всего. И там тема, которая звучала в одном из первых спектаклей «Богатый дом», который вот она и стала главной в симфонической поэме «Театр». И когда была премьера на сцену, там была, это я потом я узнал после концерта,
во время концерта. Там сидели все Таутиевы. И поднялась его сестра и вручила мне портрет его, который у них дома был. Асамаш бирак да буфакоттай. Шоламаны мартам архудкоттай. Амадын штырбушник жағыныш да дефт саджидер. Шоламаны ном ана канзыллаян чибажонын котта. Я хочу вот сказать, что говорить о Ацамазе Макоеве – это сплошное удовольствие, сплошной восторг. Потому что я его знаю еще со времен, когда он был студентом училища искусств, он там учился. Он, конечно, потрясающий пианист, потрясающий, замечательный. И меня всегда потрясает то, что вот он такой сдержанный же по жизни, спокойный, сдержанный, но столько чувства, столько эмоций, столько даже какой-то вот мужественности такой, вот с таким спокойствием, настолько вот он сдержан, и такое сочетание вот этого всего, спокойствия и неимоверной эмоциональности, это только ему, не знаю, огромная честь в этом плане. Параллельно хочу сказать, что у него произведения фортепианные, это удобно, это интересно, я имею в виду, просто технически, потому что он сам прекрасный пианист. То есть он не будет писать так, чтобы это было неудобно, как есть очень многие композиторы. Он это высокопрофессиональный пианист. Ну так вот, и он вот, когда в училище был, во-первых, он был потрясающе красивый, высокий, стройный, с роскошной шевелюрой, и все училище были влюблены в него. Просто потрясающий. И плюс ко всему есть вот такой портрет Шопена. Это вылитая копия, вот как два человека одинаковых. И Ацамаз, и Шопен. Вся вот крупная форма, которая существует в музыке, во всех этих формах он создал потрясающую музыку. Очень много хоровой музыки, именно и притом для детского хора, наверное, это связано это с Ольгой Джанаевой, потому что он много для нее пишет, как Хусроев мне писал, так, наверное, Ацамаз пишет для Ольги Джанаевой. Это очень приятно. Прекрасные произведения, они все в программе хора. Это здорово. Очень воспитанный, интеллигентный, теплый и внимательный. Вот я не помню случая, чтобы мы, во-первых, с ним как-то, тепло относимся друг к другу. Я готова сделать, вот что у меня попросят, я все сделаю. Так же, как и он. Мы же записывали музыку для спектакля у вас же в радиокомитете. Да. И я эту тему развил, и по сей день дирижеры любят именно вот этот театр. Наиграй мне? Да. Чуть-чуть. Да,
из богатого дома, который стал поэмой, посвященной памяти Соломона Таути. Наверное, трудно назвать жанр, в котором он бы не попробовал себя. И везде это очень успешно. Начиная от песни, которые очень популярны и были, и есть, и будут, и заканчивая такими сложными масштабными жанрами, как симфония, опера, оратория, кантата. И везде, где бы он не прикасался своим пером, своим творчеством, везде это имеет очень большой успех. Вот я, сидя в своем классе в колледже искусств, часто очень наблюдаю. Вот из этого класса, где-то там наверху, слышится музыка осетинского композитора. Это Ацамас Макоев. Из другого класса слышится музыка, пианисты играют. Это Ацамас Макоев. И не только пианисты. Все хотят прикоснуться к его творчеству, потому что оно излучает радость, тепло, оно излучает добро, оно излучает содержание, что самое важное. Вот эти записи, которые остаются, не всегда. Ну, что мне удается, я записываю, если я где-то выступаю в концерте или где-то бываю на его концертах. Вот. Они будут вот как вот эталон пианиста, как эталон исполнения, как на будущие времена. Особое отношение его к детям. Причем он пишет детскую музыку, она очень искренна, очень любима. Скажу вам по секрету, не все композиторы с удовольствием пишут детскую музыку. Вот если говорить так, открывая кухню, это очень большой расход тематического материала. Там ничего не подстроишь, не развишь фактуру, поскольку это для детей. Но он не только пишет ее, он детей поддерживает всеми своими ресурсами, всеми своими средствами. Ну, очень яркая страница в твоем творчестве, я считаю, имеет конкурс, который ты организовал. Да, ты организовал, но у тебя были еще соорганизаторы. Соратница у меня была. Соратница, причем какая была соратница? Зоя Кайтмазова. Незабвенная Зоя. Мне бы хотелось об этом вспомнить и поговорить об этом. Ну, так как я писал много для детей, потому что лицей — это первый детский альбом, а потом я познакомился, я был в каждой музыкальной школе, уже и в районах появлялись, в Моздоке, везде был. И, ну, молодой был, еще не женатый. И, в общем, меня очень тепло ко мне все относились. Я в каждой школе писал что-то. И хоровые произведения, там, с первых шагов по планете, Да, там занялся да, хором, да. там вот это все. Как мне нравилось, вот эта кантата, ну, назовем ее кантатой, да. Кантата, да. Да. Во время записи я просто заслушивалась темами. И потом очень хорошо дети пели. Да, Ольга и Оля, Джанаева это первый ее состав. Да, Да. хормейстером этого коллектива. Приходит ко мне Зоя Алексеевна. Она тогда директором музыкальной школы в Октябрьском была. Да, она ее создавала. Она, да. В самом начале Да, создания да, этой да. школы. Она сказала: 90-е годы, 92-й год, давай конкурс организуем под эгидой Союза. И мы придумали вдвоем этот конкурс «Звездочка Осетии». Название сами придумали? Да, Взяли вот и придумали. сами все придумали. А так как тогда на улице был беспокойно, но 90-е во лихие. власти сидели люди еще того воспитания. Да. Они любили детей так же, как мы. Эльбрус Каникоевич Каргиев, вице-премьер, Да. он сказал: давай деньги, мы дадим всем детям деньги, чтобы никто не был обижен. Он напряг все коммерческие, у нас этих коммерческих магазинов Там был на весь то город. время, Да, да. да. И они пошли навстречу. Александр Федорович Сухарников филармонию предоставил, и пошел конкурс. Но там было одно условие, почему Союз композиторов, почему она ко мне пришла, чтобы
каждый ребенок должен был исполнить, что хочет, то есть классику, которую он и без нас, без конкурса, но обязательно произведение осетинского композитора. Вы даже не представляете, сколько было написано музыки для детей. Даже Илья Гаврилович написал все последние прелюдии специально, чтобы на конкурсе играли. А потому что было сложно для детей что-либо писать. И Композиторы почти не писали. Да, кроме вот сложных вариаций Феликса, а многих нот Феликса других вообще не было. Христофора были сочинения, и достаточно трудные, не для музыкальной школы, Жанны Плиевой, там сарказмы, там ее такие замечательные произведения. Ну, очень мало было детской Все музыки. стали писать Кобоев, Кануков, Ефимцова. Там и хоровые, и песни, и все. И состоялся конкурс. И в жюри легенды Булат Газданов, Ким Суанов, Феликс Алборов, Дудар Хаханов. Вот это все, что называется история, слава. Самые золотые, не просто золотые, а сверхзолотые страницы осетинской музыкальной культуры. И этот конкурс пошел. И этот конкурс стал как экзамен. Он зачитывался как экзамен. И не только. Да. Он родил, посмотрите, сколько талантливых потом детей оттуда пошли дальше. Это сколько пианистов появилось, педагогов нынешних, которые сейчас преподают все те, кто участвовал в этих конкурсах. И в Большом театре руководитель, музыкальный руководитель, вот Туган Сухи, который тогда играл на гармошке. Всколыхнул, он просто всколыхнул всех к тому, что надо играть национальную музыку. А почему все это завершилось и вообще чем? Я не знаю. Я не хочу сегодня, вот просто счастливые моменты общения вот с вами, вот в первую очередь, и вот воспоминания, они меня очень взволновали, и я вот это все, вы сейчас сказали, возвратимся чуть-чуть назад, вот если бы действительно мы могли бы сейчас перелететь лет на 30-40 назад, да, и потом вернулись бы, да, так и быть. Но я не буду сейчас причины рассказывать всего, потому что за этими причинами следуют все те, которые коснулись уже меня, как руководителя Северо-Осетинской филармонии, председателя Союза композиторов Северной Осетии. Ну, в общем, настал какой-то день, год начался, и все, что мы делали, это все было порушено. Менялись очень часто министры культуры, я это не скрываю. Были какие-то трагедии, страна рушилась, менялась экономика, приоритеты были. Век искусства, поэзии, литературы, они ушли на второй план, вперед вышли спортсмены, поэтому они стали главнее. К сожалению, забывается, ведь есть такое выражение: там, где нет культуры, нет народа. А культура под собой ведь подразумевает все виды, Культура и делает из искусства. простых людей народ и нацию. Вот хотя бы возьмем такой пример. Вот Дом радио, где была на всю республику одна единственная студия, концертная студия, где все вот то, что мы имеем возможность сегодня услышать из сочинений тех же великих наших композиторов, все записывалось там. А на сегодняшний день мы лишены этой возможности, потому что нету этого здания уже. Ну вот эта несправедливая судьба, которая коснулась Дома радио, а ведь она же не только мой творческий путь начался с Дома радио, он же у всех, он же все. Конечно, и не только Северная Осетия, вы же прекрасно, а всего юга России. Да. Это так? Да. Посмотрите, все спектакли, все поэты там читали, актеры, все голоса, которые сохранились, это все так. Вот эта судьба, которая как обошлись с Домом радио и со всеми людьми, золотым фондом, который был там, вот то же самое прошло и в сфере того, чем я занимался. Это тоже все убрали. Это все тоже не надо было, и все, 3, 5, 10. Мы не будем сегодня вот это. Не будем о грустном. Да, а иначе тогда надо нам эту тему сворачивать
и вторую серию делать, называя конкретно все причины. И может это очень многим не понравится. Да, не хочется огорчать никого сейчас. Ты чувствовал когда-нибудь кризис твоего творчества? Иногда я даже отказывался какие-то вот... Упаси вас, да, Боже, понимаете, депрессии. был период, когда я понимал, что что-то уже не то делаю или что-то непонятное. И где-то надо останавливаться. И, в общем, я поздно понял, что композиторский труд, он такой же, как и труд пианиста, если каждый день этим не заниматься. Оно может уйти и не может не уйти. Помните, вот это так было начало, и этот театр, и тот. Да. Я все успевал. А теперь мне времени не хватает. На кризис еще знаете, что действует? Тут трата времени того, чем я занимаюсь, можно было этим не заниматься. Я думаю, и очень можно было и не быть директором ни филармонии, и не председателем. Но это был единственный источник просто существования, в смысле, содержания семьи и все остальное. Вот лучше бы это время тратить на занятия с детьми, хотя и так я с детьми. Я не знаю такое понятие заниматься с детьми. Вот я вам клянусь перед Богом, как перед Богом, вот вам говорю, за деньги. Это для меня непонятно. Я знаю, наверное, есть репетиторы, есть. Я сам раздаю. Что тебя и отличает от многих? Я сам раздаю, мне легче, потому мне легко разговаривать с людьми. И кризис наступает. Меня окружающая обстановка, она стала больше меня угнетать. Я раньше не ходил столько на похороны, как хожу сейчас. У нас то, что мы пережили вместе с вами, начиная с первого взрыва на рынке, на рынке, а потом Беслан, а потом Южная Осетия, это все, видимо, оно все кровью уже выходит, оно уже просто так, это не, для меня это не информация. Когда нас на карантин посадили, весь мир, мою страну, появилось много времени. И ты, у меня была... Это воспользовался? Нескромно сравнивать, как Болдинская осень, только у меня вот такая весна была лето. Я очень многие вещи дописал, очень много арий, очень много того, что я лично знаком, вот, так сказать, дружески с Нафи Джусойти, то что-то он мне поручал, тексты. То есть он сказал, нужно еще написать, уже Феликса не было, Шаловича, потому что для меня Мохаммед Жарок, который Феликс сделал для симфонического оркестра, это для меня образец. Так же, как раньше в молодости была и фортепианная музыка. Вот надо сделать такое еще на разные тексты. И мне Нафи оставил это. И я еще счастлив, что именно с Нафи мы получили одновременно статуэтки «Яблоко Нарта». Да, это фотография. В Осетии вы нигде не найдете. А в Южной Осетии, вы когда зайдете в Национальный музей, там огромная фотография в обнимку. Да, Нафи Джусойти. А у тебя ее нет? Есть. У тебя очень много друзей, я знаю. Что для тебя друзья, и потом у тебя был момент очень тяжелый в твоей жизни, который был связан конкретно с твоим здоровьем. Мы не просто с вами знакомые. Мы как-то вот жизнь, даже находясь рядом, через кого-то, через вашего брата, через Остинский театр, он же все равно у меня связан с вами. Ну, по крайней мере, я всю жизнь старался никогда гадости и плохое людям не делать. Когда вот был самый тяжелый период, когда не стало мамы, вот так внезапно, и через 2 недели после мамы я попал в реанимацию, там перитонит, и все там прободные, все какие-то дела, то выхаживали меня Валентина Владимировна Канукова, ваш брат. Она привезла меня, не могли вызвать скорую помощь, а это был вечер 7 марта, то есть предпраздничный день. И она привезла меня в РКБ, и там не принимали, сказали, Валентина Владимировна все пробила. Она все дошла до самых верхов. Так что уже утром, уже когда эти хирурги сделали операцию, уже все делали, уже утром Александр Сергеевич Засохов
ночью вызвал хирурга, чтобы посмотреть, так ли или не так сделали. И вот эти отношения не помню. Я вот и выжил благодаря Валентине Владимировне, и вам, и всем друзьям, потому что уже не было мамы. Я еще хочу узнать написание реквиема, который не только у нас исполнялся здесь, в республике, а ты даже выезжал за пределы нашей республики. Я решил написать произведение, которое будет называться «Моя родина Беслан». Но случился 2004 год, наступил, и вот это оно все перебило. Я с 2004-го, я вам честное слово скажу, до 2007 года я ничего не писал. Но все равно в 2007 году я написал Бесланскую симфонию, и когда Феликс Цаликов, поэт, бесланский поэт, который все эти 3 дня трагедии школы находился около школы, потом вытаскивал детей, он и написал 2 текста, хотя он очень много до этого писал, на русском и на остинском языке. И тогда я понял, что надо делать этот реквием. Это 2 арии, 2 мамы. Одна поет о туфельке, которая на баскетбольном кольце повисла. Другая мама пела самый страшный текст, который мне встречался в моей жизни, о жажде выпить воду. Это 2-я часть. И первое исполнение, сначала я обиделся, а потом понял, что я правильно, что так судьба. В зале были только все те, кто был в этой школе, их родители, их родственники и весь Беслан. Ну и мои все друзья здесь. Ни один человек из власти не пришел. А 2-я премьера была в самом Беслане. А потом в Беслане еще пару раз исполнялась. Потом она исполнялась в Ростове, в Волгограде, на Мамаевом кургане, вот в этом концертном зале. Там за границей ноты есть. В Южной Корее предполагают сейчас, в Азербайджане. В Грозном, я помню. Ну, я набрался наглости, я и в Назране ее на рояле сыграл, и в Грозном симфонический оркестр, и известный виолончелист Ралдугин. Он мне сказал, что я стоя слушал, он играл в 1-м отделении. Это в Грозном. А в Южной Осетии что получилось 2 года назад? Ее начали исполнять, решили финал. Потому что в зале сидели все главы республик, и непризнанных, и послы, и все, и Донецкая, и Луганская. Я сижу за кулисами,
Это в зале Юго-Осетинского драмтеатра. Мне говорят, иди посмотри, что творится. Оркестр повело, и я думал, что-то случилось. А это зал встал. Финал идет 17 минут. Они стоя слушали. Вот ты очень часто даешь интервью. Вопросы бывают разные. Но какой-то заветный вопрос, который ты ждешь, ты бы хотел на него ответить? Такое часто бывало. Просто, знаете, сегодня утром у меня не было вот такого вот того состояния внутреннего. Я просто хочу вам вот искренне это сказать. А сейчас вот я как будто еще прожил вот этот период времени от Кандарирон по сегодняшний день. И я за это благодарен. Я сейчас заново прожил вот это все, потому что мы можем же поминутно останавливаться. Тогда это вечная передача, потому что я не могу всех упомянуть людей. И еще на волну нашей памяти еще так вот, чтобы захлестнула эта волна нас. Ты помнишь, как-то ты пришел на запись, и перед тем, как начать запись, то есть кого-то еще не было из музыкантов, ты сидел у меня в аппаратной. И я тебе дала послушать, сейчас ты скажешь, опередишь меня. Ну да, она всю жизнь, она и по сегодня одна из самых-самых любимых, да. Так я и хотел, чтобы подобное я писал, да. Ну, сама тема. Чувство, да, Feelings. Вы мне ее открыли? Ты ее разве тогда первый раз услышал? Да, конечно. Да? Я потом ее дальше слушал. А потом же ты... Других, кто только ее не пел, я слышал. И Барбара Стрейзанд гениально. Даже Пенкин ее спел. Да, это уже попозже. Да, да. Ты как-то мне сказал, что ты хотел типа такой темы, такого вот написать. Тебе же удалось. Ну, я-то петь не могу, но какие-то я пытался, да. Этот гармонь. Да, потому что таких много было песен. Ну, ее спел Валера Сакаев. Да, помнишь? Да. Гениально, он ее спел гениально, причем с первого раза. Там ритмически сложная, это непростая ритмическая линия. Тоже вот, вы видите, сколько это людей. Ведь и мы недолго успели с ним пообщаться. Да, к сожалению. Вот это он спел. И... Спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу. Я не могу назвать интервью, а у нас была беседа с тобой. Воспоминания, да, воспоминания наши. Спасибо за предоставленную возможность. Мне хотелось бы пожелать Ацамазу Макоеву олимпийского спокойствия в соревновании со временем, в желании все успеть. Дай ему Бог столько сил, сколько у него есть этого желания. И еще благодарю за искренность ответов.